Кутманду күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? Сегодня мы продолжим развивать навыки устной разговорной речи и выучим несколько фраз прощания, диалог на тему в парикмахерской, а также прикоснемся к истории кыргызской письменности, начало которой восходит к загадочным древним руническим памятникам. Today we will continue to develop our spoken skills and learn some new ways of saying goodbye. We will also have a dialogue at the hair salon, and we will learn more about written Kyrgyz and its ancient traditions based in runic monuments. Итак, сегодня в передаче «Бүгүнкү телеберүүдө» устойчивые выражения из повседневной жизни. Set expressions from everyday life. Кыргызстанга кош келиңиздер. Приключения иностранцев в Кыргызстане. Adventures of foreign tourists in Kyrgyzstan. Кызыктар дүйнөсү. Интересные факты из истории и культуры Кыргызстана. Interesting facts from Kyrgyz history and culture. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Н, О, Ö, П, Р, С, Т, У, Ü, F, H, Ц, Ч, Ш, Ş, ажыратуу белгиси, ы, жумшартуу белгиси, ю, я. И, из, ит, идиш, Кош болуңуз. Прощайте. До свидания. Goodbye. Кош болуңуз. Кош болуңуз. Мен кетишим керек. Мен жолго чыгышым керек. Мне надо идти. Мне пора ехать. I have to go. Мен кетишим керек. Мен жолго чыгышым керек. Жакында дагы көрүшөбүз. Вскоре еще увидимся. See you soon. Жакында дагы көрүшөбүз. Жакшы калыңыз. Жакшы туруңуз. Всего хорошего. Счастливо оставаться. All the best. Good luck. Жакшы калыңыз. Жакшы туруңуз. Саламатта калыңыз. Аман болуңуз. Эсен болуңуз. Будьте здоровы. Take care. Саламатта калыңыз. Аман болуңуз. Эсен болуңуз. Эмки жолугушканча. Кайрадан көрүшкөнчө. До новой встречи. See you. Эмки жолугушканча. Кайрадан көрүшкөнчө. Дагы келип туруңуз. Приходите еще. Come again. Дагы келип туруңуз. Баарына салам айтыңыз. Передайте всем привет. Say hello to everybody. Give everybody my regards. Баарына салам айтыңыз. Ак жол. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Счастливого пути. Have a nice trip. Bon voyage. Ак жол. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Hoş geldiniz. Keşeresiz men çaçimdiye aldıkırışım kerek. Извините, мне нужно подстричься. Excuse me.
I need a haircut. Извинять. To excuse. Я. I. Волосы. Hair. Брать. To take. Необходимо. Necessary. Keçeresiz men çaçimde aldıklarım gerek. Biraz tutursanız. Немного подождите, пожалуйста. Could you wait a little bit, please? Немного. A little. Ждать. To wait. Biraz tutursanız. Geliniz, ötünüz. Geliniz, ötünüz. Проходите, пожалуйста. This way, please. Приходить. To come. Проходить. Come in. To pass. Geliniz, ötünüz. Chaçınızda qanday qisqartib kerak? Chaçınızda qanday qisqartib kerak? Как вас подстричь? How would you like your hair cut? Волосы. Hair. Как? Какой? How? What kind? Коротить. Стричь. To cut. Необходимо. Necessary. Chaçınızda qanday qisqartib kerak? Piskarak aldırayım dedimele. Yok ötemez. Piskarak aldırayım dedimele. Yok ötemez. Я хотел бы немного подкоротить, но не очень. I'd like it shorter, but not too short. Короче. Shorter. Брать. To take. Однако. Но. But. Слишком. Too. Too much. Не. Not. Piskarak aldırayım dedimele. Yok ötemez. Mümkün bulsun ekicaginen cana celkesinin piskarak alsanız. Mümkün bulsun ekicaginen cana celkesinin piskarak alsanız. Если можно, снимите покороче с боков и сзади. If it's possible, take some off the sides and the back. Возможный. Possible. Быть. To be. Два. To. Сторона. Side. И. And. Затылок. Back. Back of the head. Короче. Shorter. Брать. To take. Mümkün bulsun ekicaginen cana celkesinin piskarak alsanız. Alamin mandayacağın tuz dök verseniz. Alamin mandayacağın tuz dök verseniz. А спереди только подровняйте. And just trim the front. А. And. Лоб. Forehead. Сторона. Side. Подравнивать. Trim. Alamin mandayacağın tuz dök verseniz. Sizga ushunda jag'abi? Sizga ushunda jag'abi? Вам нравится? Do you like it? Вам. To you. Так. So. Нравится. To like. Sizga ushunda jag'abi? Abdan en sonun. Abdan en sonun. Очень. Замечательно. Very. It's perfect. Abdan en sonun. Çok rahmat. Сравнительные конструкции. Comparative constructions. Сравнительные конструкции могут быть образованы следующим путем. Comparative constructions can be formed in the following way. Во-первых, с помощью аффикса исходного падежа дан, который присоединяется к сравниваемому лицу или предмету. First, by using the ablative case suffix dan, which follows the person or thing that is being compared. Например, он моложе нас. Ал бизден жаш или ал бизден жашыраак. For example, he is younger than us. Al bizdin jash, or jashirak. Также можно добавить слово görö в значении чем. We can also add the word kuru in the meaning of than. Ал бизден görö жаш. Он моложе, чем мы. He's younger than us. С помощью аффикса дательного падежа га и слов караганда или салыштырганда в значении чем по сравнению. By using the dative case suffix ga and the words
karganda or salıştırganda in the meaning of than, in comparison with. For example, Например, он моложе, чем мы. Ал бизге караганда жаш. Или ал бизге салыштырганда жаш. for example, he's younger than us. Al bizge karaganda jash. Or al bizge salıştırganda jash. Фонетические особенности этих падежных окончаний мы изучим в ближайших выпусках. The phonetic features of these case substances will be studied in later episodes. История письменности кыргызского народа уходит корнями вглубь веков к поистине загадочным руническим письменным памятникам, расположенных в Южной Сибири и Монголии у берегов рек Орхон и Енисей. The history of written Kyrgyz goes all the way back to antiquity, to truly mysterious runic written monuments located in southern Siberia and Mongolia on the banks of the rivers Orkhon and Yenisei. Руны – древнескандинавские и древнетюркские письменные знаки. На протяжении многих столетий использовались для предсказания, для принятия важных решений. Runes are graphic symbols of the ancient Scandinavians and ancient Turks. For many centuries, they were used for predictions and making important decisions. Рунические надписи вырезались в Скандинавии, Алтае, Кавказе, на мемориальных камнях, а также оружии, амулетах и талисманах. The runic inscriptions were carved on memorial stones, as well as weapons, amulets, and talismans in Scandinavia, Altai, and the Caucasus. Термин «руна» имеет связь с древнегерманским корнем «рун», что означает «тайна», или «рунен» – «таинственно шептать». The term rune has a connection with ancient Germanic stem run, which means mystery, or runen, which means to whisper mysteriously. Народы Северной Европы использовали руны в качестве древней магической системы, которая представляла собой силы природы в пиктографическом виде. Считалось, что, обращаясь к соответствующей руне, человек мог установить контакт с природной силой, представленной этим символом. The people of Northern Europe used runes as an ancient magic system, which presented the natural forces in pictographic form. They thought that by appealing to the appropriate rune, a person could come into contact with the natural force, which is present within that symbol. Руническая письменность встречалась на территории земель древних германцев, скандинавов, кельтов, славян и древних тюрков. Вопрос о том, какова связь между этими руническими письменами и каким образом они оказались у народов, находящихся в разных частях света, до сих пор остается загадкой. Runic script can be found in the territories of ancient German, Scandinavian, Slavic, and Turkic peoples. The connection between these runic inscriptions and how they could possibly appear in use by various people throughout the world remains a mystery. Датируемые VI-XIII веками нашей эры, енисейские рунические памятники были обнаружены лишь в XVIII веке в ходе экспедиции Российской академии наук во главе с немецким ученым Мессершмиттом, а орхонские только в конце XIX века, в 1889 году русским ученым Ядринцевым. В 1893 году они были дешифрованы датским лингвистом Томпсоном и спустя 2 года впервые переведены русским тюркологом Радловым. Первое расшифрованное слово было «тенгри» – «бог». Dating back to the 6th through 13th centuries, the Yenisei runic monuments were found only in the 18th century during an expedition of the Russian Academy of Sciences led by the German scientist Messerschmitt. The Orkhon monuments were found at the end of the 19th century by Russian scientist Yendritsov. In 1893, they were decoded by Dutch language expert Thomson, and after 2 years, for the first time, they were translated by Russian specialists in Turkic philology Radlov. The first decoded word was Tengri, or God. Известно 7 групп орхоно-енисейской письменности, одна из которых, енисейская, принадлежит кыргызскому каганату и другим государственным образованиям кыргызов в древние и средние века и интерпретируется как памятники кыргызского каганата. 7 groups of the Orkhon Yenisei script are known nowadays, and one of them, the Yenisei group, belongs to the Kyrgyz Kaghanat.
Khanate, the ancient Kyrgyz Empire, and other ancient Kyrgyz and medieval states. This group is interpreted as monuments of the Kyrgyz Khanate. Эта письменность представляет собой буквенный алфавит, состоящий в классический период из 38 знаков, которыми обозначались отдельно гласные и согласные звуки, всего 25-26 фонем, а также словоразделительный знак. Некоторые согласные в соответствии с законом сингармонизма имели два варианта написания в зависимости от того, с каким гласным, мягким или твердым, они употреблялись. This script is written as an alphabet and consists of 38 signs in the classical period. These signs marked separate vowels and consonants, 25 to 26 phonemes in total, and provided a punctuation mark. According to vowel harmony, some consonants had two written versions depending on what vowel, soft or hard, it was combined with. Рунические надписи также обнаружены на территории современного Кыргызстана в Таласской долине на больших речных валунах. Runic inscriptions were also found in the territory of modern Kyrgyzstan, within the Talas Valley, on large river stones or boulders. В средние века с распространением ислама в Центральной Азии широкое употребление получила арабская графика. Так продолжалось вплоть до 1928 года, когда в результате реформ взамен арабской графики пришла латиница. In the Middle Ages, through the spread of Islam in Central Asia, the Arabic script became widely used. This lasted until 1928, when, among the various reforms, Latin script came into use. В 1941 году, руководствуясь идеей создания языковой однородности на пространстве Советского Союза, все республики СССР перешли на кириллицу. Данная письменность, дополненная тремя буквами Ö, Ü, Н, используется в Кыргызстане и по сей день. In 1941, in conjunction with the language reforms throughout the Soviet Union, Kyrgyz began to be written in the Cyrillic alphabet. The Cyrillic script was supplemented with three extra letters, Ö, Ü, and Ng, which is still in use in Kyrgyzstan today. Some archaeologists actually say that we've only discovered about 1% of the possible artifacts in the ground. Знаете, некоторые археологи говорят, что мы достали всего лишь 1% того, что там еще есть в земле. Немало еще тайн и загадок хранит в себе Земля. И начиная изучать историю одного народа, мы понимаем, насколько тесно она переплетена с историей человечества в целом. There are many mysteries in this earth, and by studying one people, we can understand a little bit more about humanity as a whole. Мы желаем вам успехов и удивительных открытий на вашем жизненном пути. We wish you success for the rest of your life. Sizlerge iyilik kalınız.